Всем добрейшего утра. У нас утро. Всем приветы. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Видите, навоз разбросан. Сегодня вот этот маленький участок будем пахать вернее, для того, чтобы Маша смогла посадить там с Раисой Ивановной, ну вот эти все мелкие культуры. Слышно, как дышит Умочка, астматическое дыхание такое. Просится на прогулку, жарко ей, но водички там ей достаточно. Ну, пока с работами прогулка до вечера, может быть, еще отложится. Солнце уже высоко так-то, но дядь Ваня еще, ну там у него свои дела, да, не успел еще подойдет. И увидим этот мотолебедку и будем пахать. Собственно говоря, как каждый год. Слышите, наверное, как птички поют. Прекрасное небо, прекрасное утро, прекрасно. Все замечательно. На данном этапе вот как выглядят наши деревья, листики такие еще. Но это вот сегодня обещают днем, сейчас вот 22, обещают 26-27. Моментально черемуха покроется таким густой листвой и будет уже цвести. Не знаю, похолодает, нет, вот во время цветения обычно, во время цветения черемухи всегда холодно. Не знаю, как в этот год будет, или ветер, или холодно. Вот. Так вот издали смотришь, еще как бы и нету листьев. Вот так-то есть. Парник у меня еще пустой. Маша только-только вернулась с больницы, с реабилитации. Сегодня, так сказать, можно сказать, первый день будем копаться на огороде. На картошку еще рано, не спешим. Там навоз тоже уже есть. Все, я жду. Подойдут работники, я обратно включусь. Соседский дом. Сейчас они воду уже перестали у нас брать. Прошлую осень выкопали, пробурили, вернее, свою скважину. Говорит, вода хорошая. И пользуются своей скважиной. Водопровод у них. А это колодец, если кто не знает, может, новые зрители, это колодец не наш, это родительский, от родительского дома. Вот соседский, вот этот дом, родительский дом. И тут водопровода нету. Вот. И получается, что этот колодец такой. Вода вкусная была раньше. А почему? Потому что скотину держали, много воды использовали. А сейчас уже как бы и еще соседи перестали использовать, и вода застаивается. Надо выкачивать. Ну что, работники пришли. Итак, мотор свайный. Телега сыраевай. Телега твой. О, дядя Вань завел там дринчик лет. Наверное, это проверил перед выездом, выходом. Сейчас Раиса Ивановна технику вытащит.
Ну что, суть одна и та же из года в год. Лебедка, мотолебедка, двигатель В50, бензин, трос. Дальше. Так, там трос и легкий плуг. Вот. Главное сделать хорошо, нормально первую борозду, а там дальше как по маслу будет идти все. Ну и навоз надо. Сорняки убрать и по пути и навоз борозду класть. Так, помощники. Дядя Ваня, как всегда, стабильный помощник. За рулем будет. Дядя Ваня уже 68 лет, так сказать. 68 лет. Вот я это снимаю, получается, сегодня 16 мая. Может быть, видео попозже выйдет, но озвучу. 16 мая я снимаю, да? И вчера у дяди Вани был день рождения. Дай Бог здоровья ему и долгих-долгих лет жизни. Вот. Здоровье прежде всего. Тоже уже человек не молодой, и хворь на хворе как бы прицепляется и прицепляется. Вот. Это мой троюродный брат. У дяди Миши это родной брат получается. Николай. Он уже второй год нам помогает. Друзья, я еще не сообщил вам, вы знаете, в моих видеях был когда-то дядя Миша, очень много его снимал, показывал. К сожалению, он умер. Ну что, наверное, первую борозду проложит дядя Ваня. Ой, мотоблок, знаете, какой уже он старенький. Еще, ну. От добра не ищут, как говорится. Ну, что-то. Пускай поработает на холостом-то. Да, Господи, благословен. Первая борозда 2026, как говорится. Первые борозды самое тяжело, трудно делать, почему-то всегда. А потом дальше как по маслу. Можно даже этот плуг вообще не держать. Самое главное, чтобы удачно провести первую борозду. Так, шумно, друзья, я, наверное, выключусь. Что тут уже тысячу раз показывал. Вон стоят девочки у меня. Раиса Ивановна, Мария Олеговна. Стоят. Сейчас будут навоз, борозду класть. И корневища у сорняков, у осока и там еще какие-то есть. У лебеды там еще все это убирать. Вот. Машут. Привет, привет. Привет. Всем привет. Они что-то другое говорят так-то. Не привет не передают. О. Две колхозницы. Так. Короче говоря, все, друзья, работает. Я на наблюдательном пункте, как всегда.
Вот так ровненько получается все. Сразу граблями выравнивают, сразу сорняки убирают, корневища сорняков. Все сразу и быстренько. Ну что, у нас уже, друзья, заканчивается вот этот участок для мелких грядок. Вот так все ровненько, аккуратненько. Видите, все. Маше тяжело, и рейчеванию тоже тяжело, руками там землю лопатой. Некоторые нам мелкие грядки, ну раньше так мы тоже делали. Лопатой это все быстренько делали, а сейчас уже возраст не тот. Сам тоже не могу помогать. Вот и... А знаете, земля сухая и не идет пластами, все уже нормально. Хоть, наверное, просто она чуть-чуть холодноватая для картошки, а так для моркови, там, для лука и для остальных, там, для редиски и все, ну вот этой мелкой салатных запчастей нормально это все будет. Вот. Потом лопатой это все отделят на грядки мелкие, и все будет хорошо. Видите, смотрите, очень хорошо все. Сорняков в этом году что-то и нету. Ну, немножко там по краям участка все берут. И все. Вот такая у нас забота посевная началась. Потихоньку. Но это долгая история еще. Потому что все равно, хоть как не тепло, картошку будем сажать где-то числа 25-го, не меньше. Не раньше, вернее. Пахать-то закончили, уже сосед там пилит, друзья, невозможно, прям шум от пилы, тоже теплицу там делает. А у нас уже, смотрите, как девочки чем занимаются, тепличку уже обхаживают, припозднились они. Так-то по срокам не припозднились, а вот по погоде, да, жара на улице, 26-27 градусов, теплица еще пустая. Все, ничего не вынесено сюда. Увлажняем грунт. Что толку, вот, если снег заносили, да, что потом? Столько дней уже жара, то это все. Пепел, земля как пепел. Сейчас увлажняем это все. Сорняки уже рвали один раз, обратно выросли. Вот. Насос установили, да, вот, увлажняем грунт. А потом надо установить это самое, вот такую бочку, капельный полив. Вот так. О, смотрите, Маша уже с лопатой. Маша, всем привет! Привет. Привет, говорит. Она уже отделяет небольшие такие грядочки, как каждый год. Ты сегодня загораешь, смотрю, да? Жарко очень. Ножки белые. Ну Жарко и очень. как там в фильме? Нету. Ну и белый же ты, Федот, как попадья. Да. Я говорю, Это ты... сейчас белые. А ты, говорит, попадью-то видел? Нет. Говорит, приходила. Все просто. Никаких замудренностей нету. Ты прошлый год делала длинные, узкие грядки. Да. Это для кукурузы сейчас хочу. Чтобы это, Отделить. чтобы кукуруза 2 ряда, Да. а свекла, чтобы была тоже 2 ряда. И 3 ряда прошлый год. Свекла 3 ряда была. Да, потому что с краю, говорит, когда около борозды, она быстрее, ну, крупнее растет. Ну, в принципе, мне крупная свекла не нравится. Прошлый год средняя свекла была в самый раз. Ты кукуруза для кого пачки? Почти. Та пачка квинку яна велика кукуруза? Сейчас быстренько Маша отделит это все. Лопаточка. Да, лопату надо побольше. Это, там бороздка меньше получается. Ну вот такие грядочки примерно. Аккуратненько все. Маша далеко, да я уже микрофон ей не стал цеплять. Все равно там, когда она наклоняется, все шуршит. Все. А отсюда ничего не видать.
переработать, Маша, сейчас тоже нельзя очень. Ну, как бы, поэтому и только вот такие грядочки маленькие. Основное все пашем, плугом мужики. Так, первая грядка, скорее всего, пойдет. Я примерно говорю, что она у Маши точно не знаю. Здесь примерно первая грядка на кукурузу, вторая грядка на свеклу, третья на морковку, четвертая, по-моему, лук с укропом вместе. Потому что лук много тоже сажать не хочет Маша, говорит, это надоело, червивые, иногда в иные годы вообще урожая нету. Чтобы зелененьким покушать. И все. Вот. Где-то там еще квадратная грядка, вот за этой длинной грядкой, там квадратная такая прямоугольная грядка, там на кабачки пойдет. Вот. Вот, в принципе, сегодня такой день продолжается. Я просто сгорел на солнышко. Надо зайти домой, пообедать, что ли. Маша все равно пообедать будет. Я, наверное, зайду, да, уже сгорел. Надо выходить на улицу где-то уже под вечер, потому что сейчас такую жару я сгораю. Прям нос горит, лицо горит, все горит. Руки с непривычки. Вот. А этот участок попозже будем пахать и сажать картошку. Может, даже дети помогут. Земля не холодная. Босиком хожу. Вот я и не знаю, слышите или нет, Маша говорит, что земля, говорит, не холодная, босиком хожу. Успела уже согреться. Когда она успела-то согреться, Маша? Ты сейчас заболеешь? Нет. Нет, говорит. Надо уже ходить босиком. Для здоровья это полезно. Так что пока тепло, надо пользоваться этим. Ты далеко, Маша? Мало ли чего. Пока тепло, надо пользоваться этим. Мало ли чего, погода поменяется. Может, в июне вообще дожди, холода будут. Потому что каждый год это у нас в июне похолодание, дожди, ветра. Надеваем куртки. И вот лето получается. Как черемуха будет цвести? Да, так что, может, это и лето. Вот в этом году почему-то. Лето до обеда. Да, март, апрель, май. Ну, Вот все теплое. да. Весна получается такая теплая. Это первый раз в жизни такое. В Москве, говорит, вообще жарище тоже. Но я это говорю, может, мы это и есть лето, может, потом настанет такая погода, да, осенняя, да, потом до снега будет такая. Так что ничего не знаешь про погоду. Теплицу тоже подготавливаем. Да. Сегодня уже, наверное, это самое, полив-то не будем устанавливать, завтра, наверное, будем устанавливать. Вот, ну что, пообедать? Обедать будешь заходить? Ну да, конечно. Ну давай, зайдем, пообедаем. Что у нас там сегодня на обед? Суп из этого, из ребрышек говядины. Теленка, короче говоря, телячье мясо. Ой, как хорошо на улице. Во, блин. Ничего себе ты. Только кошки нету у нас вот. Да, у нас, друзья, малыш пропал. Малышка. Последняя съемка, которая, помните, он ласкался там. Я говорил, что он что-то чувствует на расставании. Вместе спят, вместе гуляют, вместе что делают вместе. И сейчас вот ты уедешь опять он будет плакать. Дня 3 точно будет плакать. А потом привыкнет же. Привыкнет же. Малышка такой, он любит ласку. Так, кто не любит ласку? Да. Ласкаются. Он, наверное, чувствует, что ты уезжаешь, да? А животные, говорят, чувствуют. Он в этот же вечер ушел и не вернулся. А уже прошло 2 недели. 2 недели прошло. Нет, он не придет, наверное, скорее всего, это собаки съели. Виновата я, потому что выпустила его. Виноваты вот эти хозяева, которые собак расплодили, вот этот хозяин расплодил, они ищут еду, голодные, ищут еду, ходят стаей
пока дело не доходило до людей, ну и доберутся и до этой самой. Никакой управы на него нету. Будут есть, В сельсовет кусать. обращались вот люди. Ничего толку нету. Вообще, даже в район это писали тоже вот жалобы. У кого-то и курей вроде как съели, Да. у кого-то Вообще кошмар. Это у нас один Кошек- такой человек кошек- есть, который кошек- содержит собак, стаю собак. да не содержит, он просто, они плодятся, а он Нет, он ничего не... именно вот это мои дети говорит. Ну, дети-то и Вот- вот дети. вот то, Потом что вот вот- этот покусали, покусает кого-нибудь из людей, и все, Мишери катастрофа вот будет. Сколько их вот, у всех почти кошек, вот они как не просто убивают, а кровь сосут. Вот это вообще кошмар. Да, и едят они. Вот именно не просто Кровь как, сосут, это ко- вообще уже не- как говорится, не собаки просто холодные, убивают, не кормленные. Вот и скоро и на людей так будут бросаться. не просто убивают собак, ой, кошек, ну, как бы вот всегда вражда между кошками и собаками, а именно как добыча, они едят эти кошек. И вот даже ошметки не нашли, а если поранили, так он спрятался, так, наверное, где-то и умер. Ну, короче, малыша больше нету с нами, Да, да. жалко кота. Я У меня искала такой целых хороший 2 товарищ был. дня. Приезжала с больницы, с реабилитации, с Эжвы приезжала нарочно. Вот. 2 дня искала, ходила, ну нигде не нашла вообще. Как будто сквозь землю провалился. Заходим, пообедаем. Давай. Время у нас 2:30, друзья, и мы решили все-таки пообедать. Это обычный деревенский суп из телятины, ничего там больше нету, картошка и мясо. Привыкли так с детства, до сих пор я очень уважаю этот суп, а вот к борщам, да, это самое, я долго привыкал. Маша не знаю как. Ну, Маша, теща моя, мама у Маши на повар, да, может быть, она и такая. А мы деревенские, все Я по у деревенскому бабушки ели, любила, да. У бабушки любила кушать. Ну, бабушка, наверное, тоже там, Горшочки. тоже, Суп наверное, мясной суп, да ведь? М. Ну, мясной суп это в печке, и все это растом. Томится оно, это очень долго, мясо. Оно получается очень нежное и вкусное. Вот, а потом к борщам, да, всяким вот этим добавкам я привык уже в городе, меня сестра приучила, а потом и уже армия научила есть все, как говорится. Вот. Сегодня у нас вот такой день. До обеда, так сказать, до обеда у нас 2:30 получается сейчас. И спахали огород, Маша сделала грядки, тепличку там уже подготавливаем. Поливаем. Капельный полив устанавливать сегодня не будем уже, наверное, завтра будем устанавливать. Ну, увлажняем почву в теплице. Она вообще как этот пепел. Вообще А сухая. Вообще сухая, и она не пропитывается, эта влага, это много раз надо. Намочил, перемешал, обратно намочил, обратно. И вот так. С этим делом занимается Раиса Ивановна, а Маша будет, говорит, с цветочками хочет повозиться, потому что уже тепло, уже пора. Все, как говорится, быстрее. Север он такой, сегодня тепло, завтра тепло, а послезавтра может запросто снег выпасть. Потому что черемуха еще не цвела у нас, и это может повториться. Похолодает. Еще хочу это самое, я вот там, когда вот показывал, когда пахали, нам помогал Николай, это родной брат у дяди Миши. И вот я там сказал вкратце, что дяди Миши уже нету с нами. Дядя Миша, да, вы видели во многих моих видео, дядя Миша как нам помогал, и мне помогал, и на рыбалку очень меня. Хороший человек был, царствие ему небесное, и пусть земля будет ему пухом. Умер он в ноябре от болезни тяжелой. Вот. В начале ноября похоронили, я даже не знаю, умер он, ну, наверное, уже ноябрь, наверное, был. Да. Он уже, когда картошку полил, очень плохо себя чувствовал. Вот так. А уже 2 года помогает нам Николай. Это родной брат дяди Миши, а мне троюродный брат. Так и живем. Ну и Раиса Ивановна тоже, как говорится, Целый год уже здесь. она, да, после смерти мамы, она здесь, постоянно здесь. И во время машинной реабилитации тоже за мной ухаживала.
Ладно, друзья, буду заканчивать это видео. Уже не стал очень сильно, там все одно и то же. Это мотолебедка, плуг, пахари, земля, грядки. Ну, что есть, то есть. Готовить снова не показали, как мы приготовили. А что этот суп-то показывать? Мясо закинул, да, проварили часа 5. Да, я уже это, потому что 5 часов проварили, так и она Вот и аж было на грядках. мягкое мясо, да? да, на грядках потом Да, и надо оно это. готовилось, зато мясо тает во рту. Тает прям. Жирок там все вышел в этот бульон. Такой нежный получается вкус. Такой именно нету приправ и вкус мяса ничего не мешает вот, чувствовать вкус настоящего мяса. Ладно. Всем пока, друзья. До новых рассветов. Встречайте рассветы. Пускай они всегда будут добрыми и приносят вам только приятные вести. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. А мы постараемся дальше. Хоть небольшие ролики, но постараемся. Пока.